чем преимущество мобильного банкинга, как можно избежать денежных рисков и что еще готовы предложить высокие технологии? В рамках коммуникационной программы по повышению финансовой грамотности Сбербанк провел в Ингушском госуниверситете семинар для студентов. Об этом расскажет Тамерлан Хамхоев. Как не попасть в ловушку денежных аферистов, избежать подключения ненужных услуг к банковской карте, за что стоит платить, а за что нет. В программу финансовой грамотности стараются включить как можно больше необходимой и, главное, доступной каждому информации. Ваша возможность и привычка очень часто обращать внимание на сотовый телефон была замечена, услышана банками, и банки стараются сделать максимум усилий, чтобы вы не ходили в стандартные офисные помещения банка, а пользовались удаленными сервисами. То есть вы сами стали сотрудником банка, только гораздо бесплатным и работающим 24 часа в сутки. Многие из присутствующих в зале не подозревали, какой спектр услуг можно получить при наличии элементарных знаний в этом вопросе. Лектор рассказал, что такое мобильный банк и интернет-банкинг, как подключить и насколько удобно использовать перевод денег, оплату товара и услуг, осуществление коммунальных платежей и пополнение баланса мобильного телефона. И все это онлайн. Операций много, и студентов подробно проинформировали о каждой из них. Что написано полностью? Виза 3762, время зачисления 1 рубль от отправителя Игорь Алексеевич. Все случилось. Насколько быстро это произошло? Смог бы я за это время сбегать в филиал Сбербанка и сделать перевод? Наша задача рассказать о тех банковских продуктах, которые на сегодняшний день мы можем предложить массово использовать населению, о их преимуществах. Почему первой площадкой выбран университет? Потому что это люди, которые сегодня молодежь, которая завтра будет возглавлять какие-то учреждения, министерства. Особое внимание на семинаре было уделено теме безопасности при использовании банковских карт. Правильный подбор пин-кода, защита от фишинговых сайтов, страхование денег на карте. Также подробно рассказали про сервис «Копилка», которая помогает значительно сэкономить средства, управлять финансами и анализировать расходы. Также можно в интернет-банке и его мобильном приложении. В этом году запланировано уже более 250 мероприятий в 84 регионах нашей страны, и самыми активными участниками этой программы являются регионы Юга России и Северного Кавказа. Для того, чтобы, в общем, студенты, молодежь была в курсе всех базовых знаний о банковских операциях, которые обычно в быту мы проводим. Я какое-то время работала сама в банке, поэтому мне, может, и не хотя, но пришлось знакомиться со всеми этими операциями, со всеми этими, в общем, внутренней кухней. Поэтому, да, в принципе, я могу себя называть финансово грамотным человеком. В завершении семинара прошла викторина, в которой все студенты принимали активное участие. Наиболее отличившиеся и подкованные в финансовом вопросе получили поощрение. Тамерлан Хамхоев, Лариса Аздоева, Новости 24.